черно-белых фотографий смотрит защитник Ленинграда Осман Дасхоев. Он ушел из жизни больше 45 лет назад. Военными историями часто делился со своей дочерью Лидией. Она, стараясь вспомнить каждую деталь его биографии, волнуется. Отец родился в 1914 году в Насыркорте, отличался тягой к знаниям, а больше всего его привлекала журналистика. И даже в самом разгаре Великой Отечественной, попав в военный госпиталь, после серьезного ранения в плечо, он мотивировал раненых солдат, делал стенгазеты в поддержку врачей. Интересно и то, что, находясь там, он встретил Тугана Мальсагова, который и основал этот музей. Когда он пришел, он потом мне рассказал, вот благодаря Тамаре Исмаиловне, это бабушку так звали, папину маму, мы, говорит, остались живые. И не только мы вдвоем, а целый госпиталь, целая большая бригада больных, раненых солдат, которые попадали в этот госпиталь, ее посылками спаслись. И он мне рассказал, как они делили это все на маленькие кусочки, чтобы всем досталось. А медицинский персонал, я вот только знаю, что папа восхищался ленинградцами, он был просто удивлен, что высший даже медицинский персонал не притрагивались к этим кусочкам еды. Они отдавали солдатам, которые стояли на защите своей родины, нашей родины, и умирали от голода. Профессора. Подробных сведений о его фронтовой жизни у Лидии не сохранились. Остались только памятные грамоты, удостоверения за участие в героической обороне Ленинграда и десяток других документов, хранящихся здесь, в Музее краеведения. Интересно, что у Османа было 4 детей. Лидия, будучи третьим ребенком в семье, хорошо запомнила, что у отца было превосходное чувство юмора. Папа вообще был человек с юмором. Вообще такое поколение было. Они очень большие юмористы были. Они из трагедии делали шутку. Они вот могли такую тяжбу какую-то рассказать, но рассказать это с каким-то, вот знаете, веселым акцентом, что-то вот так было, вот так было. Ну, много чего было. Сейчас я уже, к сожалению, не все расскажешь, где начало, где конец. С папой рядом мы никогда не сидели, мы только стояли в сторонке. Вот. А с кем он когда общался, приятно было слышать, интересно было слышать истории. Про русских ребят, солдат он рассказывал, какие они отважные. А в 44-м Османа, как и весь народ, депортировали в Казахстан. Холодные степи и голодное время не то, что не сломали ветерана, а наоборот закалили. Он работал в правоохранительных органах и за короткое время стал одним из лучших следователей. Лидия рассказывает, что газеты тогда написали о раскрытых отцом 24 уголовных делах. Всего у нас 2 или 3 человека ингуши были, фронтовики, которые работали в органе, спасали тоже страну, родину нашу от всякой интервенции, от диверсантов, которые пытались заразить общество, население Казахстана или еще, и многое другое. И у нас было много газет, «Алматинская правда» там была, где писали о папе, что вот им раскрыты крупные преступления. Даже вот мне одни знакомые встретились, как-то они меня узнали и говорят, почему не пишут об отце. Да я говорю, не знаю, вот по событиям Грозным у меня как-то не осталось ничего. Запросы дала, но пока ничего не слышно. Конечно, люди вот такие вот самоотверженные, настолько стараются помочь друг другу, защитить, поддержать, куском хлеба поделиться. Вот откуда надо пример брать наша молодежь. А у нас молодежь просто великолепная. После 13 лет депортации Осман вернулся на родину и стал председателем ДОСААФа и депутатом города Назрани. Не стало героя войны и защитника Ленинграда в 1975 году. Память о нем бережно хранится в сердцах родных и Музее краеведения имени Тугана Мальсагова. Адам Мережков, Адам Далаков. Новости 24.